Доме культуры города Камрад состоялся концерт духовной музыки. Зрительный зал был полон, ведь такого рода музыкальное исполнение прозвучало впервые. Свое искусство продемонстрировал Минский хор в сопровождении симфонического оркестра из города Луцк. В хоре поют люди на добровольной основе, находя время для репетиций и поездок, а также вкладывая свои собственные средства для их организации. Мы вообще первый раз в ваших краях, в Молдове, тем более в Камраде, вот это как бы юг уже Молдовы. Первый раз нас пригласили, мы и боялись сначала ехать, переживали, как здесь будет все. Но было все очень прекрасно, хорошо нас принимают, очень даже хорошо. У нас в основном все имеют образование, это музыкальная школа, где-то 50%, как бы половина из них это музыкальное училище. Вот. Есть люди, которые сейчас учатся в консерватории, которые оканчивали консерваторию, профессионалы, как бы. Вот. Но в основном это у нас любительский оркестр. Они работают на обычных работах, а уже вот в субботу или один день еще несколько часов посвящают репетиции. Мы собираемся добровольно в свое свободное время, и в наших поездках тоже жертвуем свои средства, чтобы, возможно, была возможность поехать. Вот. Ну, нам, конечно, иногда помогает кое-что, но в основном нам приходится самим. У нас в Беларуси нету, к сожалению, оркестра, поэтому самый ближайший к нам это Луцк, и они наши друзья. И мы решили с ними вместе, попросили их, чтобы они нам помогли выучить кантату и исполнить ее в Минске. Вот они с удовольствием нам помогли. И вот 9 апреля у нас был первый такой общий концерт. Мы репетировали целый день в пятницу, с утра до вечера. Вечером к нам хор присоединился, и в субботу вечером был концерт. И дальше вот нас Бог благословляет, мы вместе куда-то можем выезжать и славить Его. У нас есть единственный мотив, для чего мы собираемся и поем. Это наш Бог-Спаситель. Почему именно эти гости к нам? У нас такое обычай, что мы дружили с нашими соседними странами. Поэтому мы с хором из Минска и с оркестром из Луцка не первый раз видимся. Мы к ним были, они к нам по разным городам, и Беларуси, и Украины, и Молдавии, когда они к нам приезжали. И на этот раз решили, что мы можем делать хороший подарок нашим гражданам на территории Гагаузии. Среди слушателей были камрачане, а также многочисленные гости города, которые остались под впечатлением от такого исполнения, которое многие ранее не слышали. Это очень хороший концерт, это духовная пища. Люди редко такое встречают и слушают такой духовные песни, ободряющие, поднимает настроение людей, счастье, радость, благополучие. Если бы побольше таких встреч было бы, люди бы, наверное, стали добрее. Почему? Потому что эти пения, эти хоры, эти инструменты издают такие звуки, которые заставляют нам думать о добре. Поэтому мы очень рады за эту встречу и за этот праздник. Это оставит добрый след здесь, в Гагаузии, именно для города Камрата. Я думаю, что каждый получил вдохновение, каждый получил положительные эмоции. И почаще бы таких концертов, таких вот именно духовных, которые вот не только вот человек прославляет себя, но, во-первых, прославляет Господа. И Господь дает таланты, и человек использует для славы Его. Слава Богу, что есть такие люди, которые умеют прославлять Бога. И к нам приехали, была возможность, что приехали к нам тоже славить Бога. И мы слушали их. Такого духовного концерта наш зал, наш Камрад, наша столица не видела, не слышала. Это вертикальное духовное измерение нашего человеческого бытия. Это синтез голоса человеческого хора, живого голоса с симфонической музыкой. Это потрясающе. Зал наполнялся хвалой и славой Богу. Это здорово. Мы приехали с Луканешта вообще, издалека. Почти 100 километров проделать, чтобы проехать это расстояние и услышать этот хор.
мы настолько впечатлены, настолько воодушевлены, и наши ожидания действительно превзошли наши ожидания. Все, что мы здесь увидели и услышали, это просто потрясающе. Такое ощущение, что ангелы с неба спустились, и они пели. Понимаете, душа прямо возносилась к небесам. Вот такое ощущение. Спасибо огромное этому прекрасному коллективу, этим прекрасным ребятам, молодым. Вы видели, там все молодые ребята, но они настолько профессионально исполняют и эти произведения, и они настолько умеют красиво прославлять Бога, что это просто великолепно, просто прекрасно. Мы под впечатлением от Камрата и от этих прекрасных молодых людей. Организатором концерта выступил Унион церквей Молдовы адвентистов 7-го дня. После выступления в Камрате артисты из Минска и Луцка свое творчество покажут в других городах и селах Молдовы.